себя на протяжении всего боя, ну и так далее. Момент истины. Тот, кто возьмет бой под контроль в начале, в первом раунде, имеет все шансы на победу. Самое главное — не пропустить у Льюиса. Атака Льюиса. Резво он взялся что-то в первом раунде. Он, наверное, тоже понимает, что тот, кто захватит инициативу в начале боя, тот, кто установит статус-кво, тот и будет доминировать в последующих раундах. Пока немножко сумбурно. Но в такой силовой борьбе, конечно, в общем, трудно выявить победителя. Льюис сам навязывает эту борьбу. Атака Виталия. Главное, чтобы выносливости хватило. Кончается первый раунд. Идет последняя минута. Льюис еще ни одного удара не провел, ни одного джеба. Двойка. Виталий пробивает. Попадает в блок. Весьма ровный раунд. Преимущества Льюиса нет. Льюис не хочет уступать пространству. Он будет прессинговать. Самое главное — не задирать голову и не пропустить этот тяжеленный правый удар Льюиса в начале боя. Генеральний спонсор трансляції – компанія Немиров. Немиров – ім'я добре відоме в багатьох странах світу. Не торопись, говорят Льюису. Тут так заторопился. Слишком много давления. Еще и пропустил, видите. Парочку ударов Льюис пропустил в начале боя. Так что, как видите, с настроем у Виталия все в порядке. Льюис поддавливает. Нельзя пропускать. Честно сказать вам, меня немножко настораживает кое-какие погрешности в технике у Виталия.
Откидывает он голову назад при атаке своей, при атаке противника. Хватит ли? Оу! Прекрасно. Четкий правый попадает в подбородок Льюису. Главное воспользоваться теперь этим. Нечто подобное было с Шенноном Бриксом. Брикс здорово зацепил Льюиса в начале боя и не воспользовался своим успехом, за что и был наказан. Самое поразительное, сейчас разглядывая то, что происходит на ринге, то, что Льюис ничем не превосходит Виталия, прежде всего в скорости. Вот видите то, что чего я опасался, честно говоря. Откинутая голова, Виталий нарывается на жесткий джеб. Льюис чуть не похож сам на себя. Он просто открыто идет в рубку и нарывается на удары. Надо бить, нужно бить без остановки. Не раскрываться самому. Вот и все. Раз Льюис навязывает такой примитивный, простой бокс, его надо наказывать за это. Он ведь хороший боксер, но, видно, амбиции взыграли настолько, что он забыл о том, что он боксер. Он идет рубиться и натыкается на удары Виталия. Главное не останавливаться. Трансляція за підтримки торгової марки Чернігівське, українського партнера братів Кличко. Недаром мы говорили с вами, что Льюис человек настроения. Куда все делось? Все те достоинства, которые его сделали чемпионом. Он все отбросил. Его самолюбие уязвлено. Как так? Боксер, которого он считал ниже себя по всем показателям, и более того, которого все считали ниже Льюиса по всем показателям, умудрился попасть в него несколько раз. Льюис не слушает, что ему сказал Эммануэль Стюарт. В атаку идет. Тут очень важно не пропустить. Потому что Льюис может ударить в состоянии усталости, крайней усталости. То, что делает Льюис, очень напоминает то, что он делал в первом бою против Рахмана. Вот этот уклон, в котором он засиживается. Может Виталий использовать это? Льюис хорошо, что до сих пор не собрался. Он разбросан, он готов терпеть, пропускать удары Виталия.